Будущее зависит от тебя. Реальность этого лозунга, которым назван чемпионат России по футболу среди детских домов, школ и интернатов, ученики из Колдахары почувствовали на себе. Российская компания мобильной связи «Мегафон» в этом году уже в 8-й раз проводит чемпионат по футболу среди подростков двух возрастных категорий. В 2013 году турнир собрал рекордное число юных спортсменов. Отборочные матчи проводились среди 600 команд с географией охвата: Россия, Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан. Всего 75 городов. За право участвовать в финале боролось 9000 ребят. Финал чемпионата традиционно проходит в городе Сочи, куда приезжают победители каждого из региональных отборочных турниров. 20 команд борются за главный приз соревнования – поездку в Лондон в футбольный клуб «Арсенал». Благодаря партнерским отношениям между компаниями «Мегафон» и «Аквафон» юные футболисты из Абхазии также сопричастны к этому грандиозному социальному проекту. Уже 4-й год подряд «Аквафон» организовывает в Абхазии отборочные игры этого турнира между командами Очимчирской, Сухумской, Цандрыбской и Колдахарской школ-интернатов. 3 года путевку в Сочи выигрывали колдахарцы в обеих возрастных категориях. И только в этом году ребята из Очимчирского интерната показали хорошие результаты не только в отборочных играх в Сухуми, но и в Сочи, дойдя до полуфинала чемпионата. Очимчирская команда «Гвенас» заняла в турнирной таблице старшей возрастной группы 4-е место. Команда «Рица Колдахара» ежегодно привлекала к себе внимание во время каждого появления на турнире. Буквально с первых попыток наши футболисты стали занимать высокие места в Сочи. Дважды, в 2011 и 2012 годах, вплотную приближались к заветной награде, занимая 2-е место в финале чемпионата, но никак не могли перешагнуть итоговый призовой рубеж. И наконец, в этом году спортивная удача наконец улыбнулась нашим ребятам. Они стали лучшими в младшей возрастной группе, и эту победу команда посвятила своему товарищу по команде, трагически погибшему Иналу Джугеле, который в прошлом году был даже признан лучшим игроком турнира. Конечно же, в этой победе большая заслуга тренера абхазской команды Батахой Дбар. То, что задача у нас стояла, 3-4 года подряд бились даже в финале, 2 года в финале проигрывали, но в этом году как-то усиленно потренировались, дети сами захотели выиграть, и мы постарались выиграть. Планы такие, что в будущем, на сегодняшний день уже года там они каждый год, когда возраст у них вот старшая группа, уже младшие на старшую выходит. Есть мелкие, еще подрастающие мелкие есть, но в будущем, в этом году или в будущем, как получится, не знаю, но стараемся детей еще набрать, год-два еще побегаем, постараемся еще выигрывать. Не будем сидеть сложа руки, конечно. 16 октября 2013 года победители младшей возрастной группы 8-го чемпионата по футболу среди команд школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» команда «Рица Колдахара» и команда «Чемпион» из старшей возрастной группы «Илалта» из Бурятии отправились в призовую поездку на родину футбола в Англию. В святая святых прославленного клуба «Арсенал» его тренировочную базу, чтобы пообщаться с великими тренерами и футболистами и даже попасть на игру английского чемпионата высшего дивизиона. Организаторы поездки, компания «Мегафон», очень продуманно запланировали маршруты для победителей. В начале 5-дневной поездки было организовано знакомство с достопримечательностями английской столицы и самое главное и долгожданное для ребят – посещение легендарного футбольного клуба «Арсенал». Что только не увидели за эти несколько дней наши ребята. И знаменитый замок Тауэр, и музей восковых фигур Мадам Тюссо, и лондонский океанариум. Сделали круг на знаменитом колесе обозрения Миллениум и прокатились на катере по Темзе.
Dream of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on. Спортивная часть путешествия в Лондон была по-настоящему фантастической. Сначала колдофарцы побывали на тренировочной базе футбольного клуба «Арсенал», которая является одной из лучших в Англии. А также на центральном поле базы юные спортсмены наблюдали за финальной тренировкой перед матчем Арсенал-Норвич-Сити. После тренировки юные футболисты познакомились с главным тренером клуба, легендарным Арсеном Венгером, которому ребята в прямом общении могли задавать любые вопросы. Что очень важно помнить каждому подростку, который хочет стать профессиональным футболистом? The very good athletes, all the common thing of all the good athletes is they have a very objective assessment of their performance. You know what that means? У каждого спортсмена должна быть очень объективная оценка своего выступления. Because after that, they know what they do right or wrong and they can improve. После этого они знают, что они делают правильно или неправильно, и могут это улучшить. So when they play like that, they should always analyze after the game. То есть каждый раз, когда вы играете, вот, например, как сегодня, вы должны проанализировать после игры, What did I do что well? я сделал хорошо, What did I do wrong? Что And я how сделал can I неправильно. improve what I did wrong? и как я могу улучшить то, что я сделал неправильно. Кроме этого, ребята познакомились и пообщались с игроками основного состава Арсенала, полузащитником Алексом Окслейд-Чемберлином и Тео Уолкоттом. К игре готовы? Да, мы всегда готовы. Как думаете, победите или хотя бы в ничью? Будем стараться выиграть. Затем юные спортсмены посетили юношескую академию клуба «Арсенал», где тренеры основного состава клуба провели с нашими ребятами тренировочную сессию. И уже после мастер-класса наши ребята сыграли товарищескую игру с юными питомцами Арсенала и показали неплохой результат. А как у них вот тренировки проходят, у ваших сверстников там? Нагрузка. Они очень быстро двигаются, у них очень сильная техника и очень большая нагрузка делается на них. Они перед игрой очень сильно как бы их предупреждают, чтобы они могли еще больше бегать. Как бы нагружают перед игрой их. И они очень быстро бегали, когда мы с ними играли. Но мы успевали за ними, конечно, но не так, как у нас уровень, конечно, поменьше, но мы все равно смогли гол им забить и пытались их выиграть. Надо сказать, что кроме организаторов этой поездки со стороны компании «Мегафон», абхазская делегация была тепло принята представителями абхазской общины Англии. Гумба Шифак, Джон Барихан, Ажиба Айтур, Якар Аргун, Дженг Агарба и многие другие. Кульминацией поездки в Лондон, конечно же, стал матч английской премьер-лиги между Арсеналом и Норвич-Сити на новом стадионе Emirates, втором по величине в Англии. Ребята имели возможность поболеть за Арсенал из VIP-ложи стадиона, посетить раздевалки спортсменов, встретить подъезжающие на игру команды и взять автографы у знаменитых игроков. А на кого-нибудь вы хотели быть похожи из футболистов Арсенала? И почему? На всех. На кого? На Месута. А почему на Оливье него? Жиру. Ну, я просто центральный полузащитник, и его стиль мне нравится, как он играет.
Нет сомнений, что путешествие на родину футбола навсегда запомнится ребятам из Абхазии. Они по праву заслужили победу в турнире и этот великолепный приз – посещение Лондона и футбольного клуба «Арсенал». Компания «Аквафон» готова и дальше реализовывать социальные проекты, особенно если они связаны со спортом и касаются самых юных граждан Республики Абхазия. Уже сегодня готовится очередной чемпионат, и во всех интернатах Абхазии идет усердная работа за право подняться на пьедестал победы, за право осуществить свою мечту и заслужить приз – поездку в Лондон. Мы знаем, как серьезно тренируются ребята из Очимчиры, что в Сухумскую школу-интернат привлекли нового тренера, а это значит, что главная цель чемпионата – будущее зависит от тебя – достигнута. Ребята поверили, что нет ничего невозможного, если ты готов трудиться, учиться и мечтать. Будущее зависит от тебя.